С апреля этого года родителям придется оплачивать пребывание своих детей в детских садах на 160 рублей дороже. Вместо привычных 990 рублей сумма составит 1150 рублей в месяц. Повышение на первый взгляд незначительное, но по словам родителей, кроме самой оплаты им приходится многое докупать. В конечном итоге сумма получается ощутимая. Тем не менее, по данным администрации города, оплата за детский сад во Владикавказе остается самой низкой на территории всего Северокавказского федерального округа. Чиновники называют повышение вынужденной мерой. Это незначительное повышение, оно связано в первую очередь с тем, что продукты питания очень сильно подорожали, то есть затраты на содержание ребенка в детском саду возрастают, и это вынужденная мера, нужно сказать. Конечно, для детей из многодетных семей это не будет играть очень большой роли, потому что для них есть определенные льготы, и родители, у которых по двое-трое детей, они имеют какие-то привилегии. Республиканский этап фестиваля «Студенческая весна» завершился по традиции красочным гала-концертом. Студенты североостинских вузов представили свои лучшие номера. Таланты ребята продемонстрировали в музыкальном, танцевальном и театральном направлениях, а также в оригинальном жанре. Награды артисты получали из рук ветерана Великой Отечественной войны Хизира Гулуева. Победители республиканского этапа представят Северную Осетию на Всероссийском фестивале «Студенческая весна-2015», который пройдет во Владивостоке. Молодцы руководители, что в год 70-летия нашей Великой Победы на сегодняшней студвесне очень много патриотических номеров. Это и вокал, это и сценки, и мне безумно это понравилось. И это, безусловно, хорошо, замечательно, и так оно должно быть. И мы должны этот подвиг не то что помнить, мы его должны нести на руках и передавать это нашей молодежи дальше. 16-летняя школьница из Владикавказа Маргарита Тамаева стала призером Всероссийской олимпиады школьников по литературе. За последние 5 лет это первый успех такого высокого уровня. Чтобы одержать победу на столь престижном конкурсе, Маргарите пришлось пройти 2 сложнейших письменных тура и 1 устный. В этом году на заключительный этап олимпиады поехали 14 школьников из Северной Осетии, это в 2 раза больше, чем в предыдущем. Все расходы на дорогу и проживание взяло на себя Министерство образования и науки республики. Я еще не определилась о своей будущей профессии, но я думаю, что это будет связано с гуманитарными предметами, может быть, с языками, с историей, с литературой. Один из вариантов – это профессия журналиста, потому что это тоже мне интересно. Я занималась журналистикой в студии. То есть это разные люди, это написание совершенно разных жанров произведений. Это интересно. В музее имени Туганова открылась выставка члена Союза художников России Константина Кокаева. Работы художника необычайно сочны и поэтичны. Солнечный деревенский пейзаж или сумерки, опять же деревенские. Старинная архитектура Владикавказа или прогулка по вечернему Нюрнбергу. На картинах Кокаева только то, что дорого и близко его душе. Писать картины Константин начал около 3 лет назад. Специалист по оформлению интерьеров, все свободное время посвящает живописи. За годы творчества у художника собралось более 100 холстов. Посмотреть их может любой желающий. Выставка продлится до 25 апреля. В одном мимо один раз пройдешь, не заметишь. А когда солнце, свет, погода какая-то, как бы особое состояние, и тогда уже совсем по-другому. Одно и то же место смотрится. По-другому уже на него смотришь. Вот так вот ходил и доходился.